Но перейдем сразу к новостям. Сегодня их не так уж много. Начнем с советских групп. Итак, группа из Свердловска «Чайф» выпустила новый альбом. Группа «Чайф» занимается экспериментами в стиле ритм н блюз и своими кумирами считает команду Rolling Stones. Также группа «Чайф» входит в тройку лучших групп Свердловского рок-клуба наравне с Наутилусом Помпилиусом и Агатой Кристи. Еще одна группа из города Нижнего Новгорода, бывшего раньше Горьким. Это группа «Хроноп», и она тоже исповедует стиль ритм н блюз, но более психоделического такого направления, и очень интересные тексты у команды. Две группы московской рок-лаборатории. Это группа с интересным названием «Ногу свело», она играет музыку в стиле постпанк, и на ее мне очень понравились две песни, это песня Мочилова и «Лысая девушка», а также группа «Манго Манго», которая определяет свой стиль как экзотик-рок. Чтобы иметь более полное представление об этой группе, мы сейчас посмотрим видеоклип этой команды, который снят на ее выступлении в Московской рок-лаборатории. Опустилась черная над Сибирью тьма. Ночи мои, ноченьки, зимушка, зима. Но пока луна встает и кружится снег, песни весело поет. Появилось два новых названия в музыке диско. Это группа Уфа. Почему-то хочется провести параллели с группой ДДТ, так как она тоже из Уфы. Когда был в моде стиль рок-н-ролл, город Уфа поставил нам команду ДДТ, которая сейчас является одной из самых популярных. Вот сейчас в моде музыка диско, и группа Уфа тоже очень интересная в этом плане. И еще одна группа новая, это группа Республика Шкит. В общем, музыка довольно-таки ординарная, на мой взгляд. Но чем интересна эта команда, тем, что в конце своего альбома они записали в песне СССР такой диско-вариант гимна Советского Союза. Очень интересно так послушать. И группа, которая не вписывается ни в какие стили, хотя ее музыку можно причислить к стилю панк, но тексты где-то на грани фола. Многие из вас уже имеют в своих фонотеках эту группу, ну а кто не имеет, я думаю, было бы интересно ее прослушать. Я несколько раз прослушал. В общем, неплохая группа. Ну и заканчивая новости о советской музыке, я хочу предложить вам ретроспективный такой показ клипа группы «Клиника», которая тоже входит в московский рок-клуб. И этот клип интересен будет, я думаю, и учащимся, и преподавателям, так как он касается наиболее тяжелых проблем школьной и ПТУшной жизни. Это песня «Токсикоман». Страшная история была в 30-й школе. Андрей Смирнов таблетки ел, вдыхал аэрозоли. Вчера на педсовете трясли его карманы, кричала завуч: «Все вы, подонки наркоманы!» Ишь закатил глазище, напился из ядрина, открыл бы лучшую книжку истории, скотина. Андрею жить по кайфу,
не шумовые, и глюки ловит он, в своей руке сжимая, не тот пятый флакон. Теперь несколько слов о зарубежной музыке. Здесь очень много новых названий, то есть названий групп, которые выпустили свои дебютные первые альбомы. И в основном это музыка в стиле heavy metal и hard rock. Группа Hellraiser, Адский гонщик, это hard and heavy. King Kong, Alice in Chains, Алиса в цепях. И House of Lord, Дом королей, это хард-роковые команды, очень интересные. Затем Align и No Sweet, не сладкий. Тоже hard and heavy, speed и трэш. В общем, сейчас очень тяжело, даже, наверное, сами металлисты путаются в определении стилей этих команд. Вот, но, тем не менее, для любителей хард-рока и хэви-метал-рока будет интересно, наверное, послушать новые группы в этом направлении. Ну, а из старых команд, которые уже известны, есть два новых альбома. Это группа AC/DC записала свой новый альбом, который уже попал в топ-10 журнала Metal Hammer. И Джон Бон Джови покинул свою группу, которая называлась по его фамилии Бон Джови, и записал сольный альбом. Ну, я, в принципе, думаю, что он сильно не отличается от музыки, которую играла группа Бон Джови. В стиле диско записан из новых альбомов записан всего лишь один. Это альбом группы Pet Shop Boys. Вот в течение последнего года они записали перед этим два альбома. Один был записан с Лайзой Минелли в 1989 году, где-то в конце, и один в начале года был записан с Дасти Спрингфилд. Вот. И теперь, наконец-то, этот дуэт записал альбом, в котором они играют сами и поют тоже. Для любителей инструментальной музыки Джино Маринелло, итальянский синтезаторщик, записал альбом, состоящий из 4 пластинок, то есть это порядка 3 часов синтезаторной музыки, где записаны все наиболее популярные вещи прошедшего десятилетия, включая Final Countdown группы Европа, некоторых вещей Вангелиса, Жан-Мишель Жара и так далее. И очень интересный альбом вышел для любителей, так сказать, некоммерческого рока. Это Рой Харпер, музыкант, которого приглашали музыканты группы Pink Floyd для записи своей знаменитой песни Have a Cigar, возьми сигару. Он считается лидером некоммерческой музыки, и вот вышел его новый альбом. Я думаю, будет очень интересно его послушать. В заключение я хотел бы предложить вам посмотреть видеоклип группы ZZ Top. Если вы помните, в прошлой передаче мы о ней говорили, о ее новом альбоме, но клипа под рукой тогда не оказалось. Сейчас мы его нашли, и я с удовольствием хочу предложить вам посмотреть этот клип, песня, которая называется Double Back. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания, всего хорошего.